Инту с двухдневным рабочим визитом посетила уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова. Она побывала в нескольких социальных учреждениях, встретилась с участниками специальной военной операции и их семьями, жителями дома-интерната для престарелых и инвалидов в микрорайоне Южный, студентами колледжа, пообщалась с коллективами различных организаций, а также провела личный прием граждан. Программа визита в Инту Веры Железцовой была насыщенной. Омбудсмен побывала практически во всех учреждениях спорта и культуры. В ходе встреч с трудовыми коллективами она рассказала горожанам о себе и сфере деятельности уполномоченного по правам человека. С какими вопросами и жалобами на нарушение прав, действиями или бездействием органов государственной власти и местного самоуправления физические лица и организации могут к ней обращаться. Вообще в своей работе я стараюсь использовать как можно чаще выездные приемы граждан, потому что я понимаю прекрасно, что дислокация уполномоченного – это город Сыктывкар, и людям приехать в Сыктывкар, чтобы обратиться к уполномоченному, это достаточно сложно. Да? Люди, которые живут в глубинке, не каждый может это сделать через интернет, не каждый знает, как позвонить. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы приехать в тот или иной район, встретиться с гражданами, да, проинформировать о том, что я приезжаю, как можно больше количество людей. Почему вот мы всегда очень плотно со СМИ работаем, да, потому что только через вас мы эту информацию можем довести. И, конечно же, пригласить на прием и услышать то, что граждан волнует. И, конечно же, постараться помочь. Понимаю прекрасно, что не все вопросы мы можем решить сходу, не сразу на все вопросы я могу ответить, да, потому что нужно где-то поизучать законодательство, где-то разработать определенный алгоритм, но стараюсь ни одно обращение без внимания не оставлять. Что касается Инты, конечно, в Инту давно хотела тоже приехать, да, потому что не была здесь еще в качестве уполномоченного. Вот. А недавно просто мне написали жители Инты, попросили приехать, пригласили посетить город, услышать чаяния, пожелания, что и было сделано. Вчера провели мы прием граждан. Прием был достаточно, я считаю, насыщенным и сложным, потому что на прием пришли 17 человек. Затянулся у нас прием до 5 часов, то есть 5 часов вот мы занимались приемом граждан вместе с местным прокурором. Вопросы самые разнообразные, конечно, большая часть вопросов все-таки связана со специальной военной операцией. Вопросы, которые волнуют граждан, это и вопросы переселения с районов Крайнего Севера, из приравненных территорий, это и вопросы тишины и покоя. Обращались к нам и по вопросам медицинского сопровождения, по вопросам здравоохранения и по разрешению трудовых споров. То есть вопросы были самые разнообразные. Но на сегодняшний день все-таки, наверное, самые такие эмоциональные, самые вот такие вопросы, которые задевают, наверное, струнки души любого человека, это вопросы, связанные со специальной военной операцией. Большая часть вопросов, конечно, поступила по оказанию содействия в розыске без вести пропавших граждан. Понимаем всех родственников, да, и мам, и жен, и сестер, и дочерей, потому что, конечно же, всегда надеемся на лучшее, и мы надеемся с людьми, вместе с ними, да, что военнослужащий найдется, что все будет хорошо, потому что были у нас такие случаи, когда человек был объявлен без вести пропавшим, да, а потом он объявлялся либо в плену, да, устанавливали, что он в плену находится, либо где-то в госпитале. Поэтому всегда надеемся вместе с родственниками, и все, что от нас зависит, мы, конечно же, сделаем. В микрорайоне Южный Вера Железцова посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов. На данный момент в социальном учреждении проживает 31 человек от 45 до 90 лет из разных городов и районов нашего региона. Уполномоченный по правам человека в Республике Коми пообщалась с сотрудниками и подопечными дома-интерната. Почему посещаю эти учреждения? Потому что с 1 сентября этого года уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации являются еще и субъектами защиты прав граждан и с психическими расстройствами. А такие люди тоже, да, в таких учреждениях бывают. То есть мы сейчас работаем и с гражданами, которые с психическими расстройствами в социальных учреждениях, да, и в учреждениях здравоохранения. То есть это тоже теперь как бы на нас наложили такую обязанность федеральным законодательством. Как попали сюда? Марина у нас Печора, с Кожвы. Да, в Кожве были тоже в интернате там, нет? Ты с отделения сестринского ухода, да, попала? Да. С самой Печоры, со строительной, да? Которая на строительной на улице, да? Ну, я плохо говорю. У нее из родственников только тетя.
Только То есть тетя уже связь не поддерживает. Еще не проживаете, да? Я не... Ага. Ну, расскажите мне, как вас тут кормят? Ну, честно, только рассказывайте, все хватает. Ну, как кормят? Как? Окрошку едим, перцы едим фаршированные. Так, что там еще? Селедку едим. Печёночные котлетки. Печёночные Вообще котлеты. питания хватает или не хватает? Нет, не хватает. Не хватает. Нет. Ну, что-то вкусненького хочется, да? Конечно, да. Ну, вот в плане именно вкусненького, а не горячего. Горячего-то, наверное, хватает? Ну, хватает. Да. А что бы тебе хотела в питании разнообразить? Да, что бы хотели изменить? Окрошки побольше, наверное. Потому что Да. Каждую неделю окрошки, а то мы всегда только же летом к едим. пожеланиям-то всегда прислушиваемся, потому что кто-то вот говорит, хватает. Вот с мужчинами с вашими пообщалась, они сказали, все нормально, вообще даже ничего не надо, все хорошо. Кому-то не хватает, это же все индивидуально, так Ну, ведь? конечно, Кому-то больше надо, да, кому-то да. меньше надо. Ну, мы знаем, Марина у нас любит окрошку. Да, И селедку. Да, я Окрошка, люблю. селедка. Короче, солененького Готова есть каждый день. Ну, а окрошка и селедка ты как каждый день Ну, это не конечно, получится, да? да. Ну, все хорошо. Всё хорошо, да? Потихоньку. В общем, да. я так поняла, что скучать вам не приходится, Нет, да? То есть вам нет, есть чем заняться конечно. всегда. В Интинском доме-интернате созданы все условия для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья и преклонного возраста. Многие из подопечных совершенно одинокие или выросшие дети живут далеко и не могут о них заботиться. Опытный квалифицированный персонал окружает их особым вниманием и теплой заботой, круглосуточно обеспечивает полноценный уход. Очень уютный у вас дом-интернат, да, очень хороший персонал. Видно, что люди работают с душой, да, что их интересует жизнь их подопечных. Но мы понимаем ведь прекрасно, что это ведь не дом, да, и казенное учреждение никогда домом не станет. И для многих людей это вот уже такое пристанище, да, где можно дожить свою жизнь. И я считаю, что когда люди собираются в таких учреждениях, наверное, это все-таки лучше, да, чем человек будет где-то ходить по ночлежкам, да, или окажется на улице. И у вас ведь достаточно уютно. И поговорила я не в присутствии администрации учреждения с людьми, да, и какой-то критики в адрес работников учреждения не поступило. Говорят, живем одной большой дружной семьей. Конечно, бывают различные и конфликтные ситуации, как в любой семье. Бывают и споры. И, конечно, может быть, всегда нам хотелось что-то улучшить. Это нормально, да, всегда хотеть улучшить что-то. Но я считаю, что ваш дом-интернат достаточно достойный. В ходе визита уполномоченный по правам человека в Республике Коми посетила церковь Николая Чудотворца в микрорайоне Южный. Сейчас в поселковом храме ведутся ремонтные работы. В Интинском филиале Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа Вера Железцова провела для студентов правовой урок, в ходе которого молодые люди узнали о юридической ответственности, ее видах, с какого возраста ребята могут быть привлечены к ней. Омбудсмен привела отдельные примеры из жизни и негативных последствий правонарушений. Часть урока была посвящена решению ситуационных задач. Я думаю, что эта информация нужна многому обществу, так же, как и нашей группе. Вот. Сегодня узнали очень много интересного на этой конференции. Стараюсь встречаться с детьми, с учащимися учебных заведений, где-то порешать с ними ситуационные задачки, да, юридические, для того, чтобы что-то в голове осело, да, какие права, там, свободы имеют они. Вот. И, конечно, это тоже заряжает энергией определенной, особенно работа с детьми. Интинцы, которые нуждаются в помощи, или те, у кого есть вопросы к уполномоченному по правам человека в Республике Коми, могут обратиться к Вере Железцовой не только лично. Заявления и жалобы также принимаются в письменном и электронном виде.